Жители Коми задолжали за услуги ЖКХ более 7 миллиардов рублей. Основная доля неплательщиков в Иркуте, Ухте, Инте и Усинске. Такие данные озвучили сегодня на правительственном заседании, где обсудили вопросы подготовки региона к предстоящей зиме. Подробности у Алексея Корчмы. «Готовься не летом, а телегу зимой». Известная всем пословица обретает иной смысл, когда речь идет о неоплаченных счетах за коммуналку. Почти 5 миллиардов задолжала Воркута, 1 300 000 000 Ухта. Претензионно-исковая работа с населением выстроена плохо, и в таких условиях ресурсники как-то еще умудряются готовить города к зиме. Если рассматривать аварии и инциденты в разрезе сфер теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, то по сравнению с отопительными периодами прошлых лет у нас фиксируется значительное снижение во всех сферах, кроме электроснабжения. Основная причина – это погодные условия, гололедное и изморозевое образование. Надо отметить, что республика впервые за последние 10 лет столкнулась с этой проблемой. Если провести аналитику с прошлыми отопительными сезонами, то магистральные электрические сети 220 киловольт у нас либо не отключались, либо были единичные случаи. Подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону уже организована, утвержден комплексный план мероприятий. Важнейшая задача – бесперебойное обеспечение котельных топливом. К началу отопительного периода необходимо создать запасы. Ставят задачу в правительстве. До 15 ноября всем муниципалитетам получить паспорта готовности. Вместе с тем, уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, на что именно жалуются наши граждане. Это ненадлежащее качество или отсутствие отопления, что категорически недопустимо в нашем северном регионе. Плохое качество воды, жалобы на управляющую компанию, ненадлежащее содержание и эксплуатация многоквартирного дома, отсутствие холодной воды, плата за жилищно-коммунальные услуги и работа единого информационного центра при ненадлежащей подаче соответствующих услуг. Повышение платы за коммунальные услуги, отсутствие горячей воды, отсутствие электричества. Отмечу, что немаловажную роль при подготовке к предстоящему отопительному сезону играет исполнение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Еще один вопрос, вынесенный на правительство. Государственно-частное партнерство. На территории Коми реализуются 3 проекта. Строительство дороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар. Реконструкция и эксплуатация очистных сооружений в селе Куниб Сысырского района. Строительство образовательного комплекса на 750 мест в селе Выльград Сыктывдинского района. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями соглашения до 10 июня 2024 года. В рамках данного конституционного соглашения республика обязуется в срок до 31 декабря текущего года обеспечить ввод в эксплуатацию подъездной автомобильной дороги к образовательному комплексу. По информации кондиционера, без ввода в эксплуатацию указанной дороги получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет невозможно. По информации администрации муниципального района Сыктывдинский, имеются риски незавершения строительства и ввода в эксплуатацию автомобильной дороги до 31 декабря 2023 года. К 30 июня региональному Минстрою и администрации Сыктывдина необходимо представить предложение, как исключить такие риски. В целом, работа по заключению концессионных соглашений и соглашений государственно-частного партнерства в регионе идет неплохо, в том числе и на муниципальном уровне. Один из таких примеров – строительство автодороги обход города Сыктывкара. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог столицы Коми и улучшить безопасность дорожного движения. В настоящее время по проекту согласована схема прохождения автомобильной дороги, согласованы технико-экономические показатели проекта и прогноз для расчета стоимости, сметной стоимости объекта. Стоимость капитальных затрат по проекту в ценах 2002 квартала 2022 года оценится порядка 6 миллиардов рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по формированию земельного участка и осуществляется проработка вопроса привлечения федеральной финансирования в целях реализации проекта. При заключении соглашений государственно-частного партнерства предусмотрены льготы, например, освобождение от уплаты налога на имущество организации, получение земельного участка в аренду без торгов. Но региональные и федеральные инструменты поддержки часто не используют, а зря. Как показывает практика, Москва готова помогать, заверила первый зампредседателя регионального Кабмина Эльмира Ахмеева. Накануне одобрили заявку республики на 500 000 000 рублей. Деньги направят на строительство индустриального парка. Нам одобрили заявку. В июне мы планируем заключить соглашение с Министерством экономического развития Российской Федерации о получении субсидии в размере безвозмездной субсидии в размере 500 миллионов рублей. И приступим уже буквально в конце июня, в начале июля к строительству индустриального парка. Это еще один такой результат слаженной работы команды правительства, на мой взгляд. Подходили тоже долго, но тем не менее вот удалось.
Сейчас на территории Коми осуществляется проработка на условиях концессии и соглашения о государственном и частном партнерстве 7 проектов. Суммарные капитальные расходы предварительно оцениваются почти в 9,5 миллиардов рублей. Алексей Корчман, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.